Расположенный в жилом районе Булгвандон, округ Инпон-Сеул, храм Сугёнса когда-то был известным символом гуманности. Здесь под опекой двух настоятелей воспитывались 13 сирот. Образ маленького скромного храма быстро стал символом сострадания, широко распространился и получил горячую поддержку корейского общества. Однако в 2005 году ужасающая тайна, скрывавшаяся за дверями храма Сугёнса, была раскрыта, потрясая всю Корею. История о ангелах без крыльев внезапно превратилась в кошмар, обнажив жестокую реальность, скрытую за обликом монашества. Что случилось с невинными детьми в этом, казалось бы, спокойном храме? В первые годы, несмотря на занятость буддийскими делами, две настоятельницы храма Сугёнса, госпожа Сугёнса На в возрасте 51 года и госпожа Джуджи Сын Ким в возрасте 76 лет, усердно заботились о 13 сиротах. Их действия считались символом человечности и сострадания, описанных в буддийских сутрах, создавая прекрасный образ в обществе, полном суеты и борьбы. Трогательная история храма Сугёнса быстро получила широкое распространение через средства массовой информации, затронув сердца миллионов людей. Несмотря на материальные трудности маленького храма, образ двух добрых настоятельниц тронул многих. Возникла мощная волна поддержки. Люди неустанно жертвовали деньги, подарки и добровольно помогали, направляя всю свою помощь на маленький храм и несчастных детей, живущих там. Однако эта красивая картина постепенно начала трещать по швам, когда на форуме одного из телеканалов появилась статья с обвинениями храма Сугёнса в плохом обращении с детьми. Первоначально общественность отнеслась к этим обвинениям с сомнением, так как положительный образ двух настоятельниц и храма глубоко укоренился в сознании людей через репортажи и телепередачи. Страх перед обвинениями, опасения, что они исходят из зависти или ревности, также заставил многих с трудом поверить в правду. Однако огонь сомнений не угасал, а тлел и разгорелся сильнее, когда обвинения исходили от самих жителей, живущих рядом с храмом. Они возмутились и потребовали расследования того, что, по их мнению, было жестокой правдой, скрытой за внешним блеском храма Сугёнса. По их рассказам, дети в храме вовсе не получали такой заботы, как это изображалось в СМИ. Напротив, дети были оставлены в тесных, лишенных комфорта условиях и не получали медицинской помощи при болезни. Являются ли эти обвинения правдой или всего лишь недоразумением и преувеличением? На самом деле слухи о происшествии с детьми в храме Сугёнса давно тихо распространялись среди местного сообщества. Почти все жители района верили, что этот храм использует несчастных детей для незаконного обогащения. Пожертвования от телепрограмм постоянно поступали в храм, а также ежемесячные пособия от властей вызывали у многих сомнения в истинных мотивах руководителей этого места. Под давлением растущего общественного мнения ситуация больше не могла оставаться скрытой. Официальное расследование было начато в июне 2005 года. Программа «Правда вокруг нас» телеканала СБС раскрыла ужасную тайну, скрытую за обликом милосердия храма Сугёнса. То, что было раскрыто, оказалось еще более шокирующим, чем прежние слухи. Настоятельница-монахиня, которая раньше проповедовала любовь к детям, теперь оправдывала свои бесчеловечные поступки так называемым уникальным методом воспитания. По ее словам, детей запирали в темных комнатах с закрытыми на засов дверями, с невероятным оправданием, что это самое прохладное место. Старших детей оставляли на произвол судьбы, им приходилось самим справляться с голодом и жаждой. Игрушки были разбросаны по всему храму, представляя опасность для малышей, но монахиня оставалась равнодушной, смотря холодным и бесчувственным взглядом. Рацион детей также вызывал тревогу. На каждый прием пищи им давали лишь миску белого риса, залитого простой водой, настолько скудную и бедную. Даже грудные дети пытались проглотить эту пищу. Более того, две монахини использовали одну большую миску и одну единственную ложку, чтобы кормить более 10 детей. Ложка была взрослого размера, большая и твердая, что затрудняло кормление малышей. Что еще более важно, грудных детей заставляли пить обычное коровье молоко, несмотря на потенциальные риски для здоровья. Однако, когда ее допрашивали, настоятельница все равно упорно защищала свою точку зрения.
утверждая, что пастеризованное молоко тщательно обработано и не причинит вреда детям. Такое поведение выражало упрямство до слепоты и было пугающим. Каждый вечер с 5 часов вечера наступала ночь для детей в храме Сугёнса, когда их загоняли в темные комнаты, полностью изолированные от внешнего мира до утра следующего дня. Это полностью противоречит позитивному образу, который когда-то рисовали СМИ о храме. На вопросы монахини отвечали равнодушно, заявляя, что совместный сон детей – это обычное дело, что лишь усиливало гнев общественности. Трудно поверить, что дети могли выжить в таких суровых, опасных и плохо освещенных условиях. Рассказы волонтеров раскрыли суровую правду о жизни в храме. Дети здесь испытывали не только недостаток любви, но и не получали базового ухода. Произошла печальная ситуация, когда волонтеры включили детскую музыку, чтобы создать радостную атмосферу для детей, но настоятельница громко запретила это сделать немедленно. Она также часто жаловалась на то, что не выносит запах малышей. Даже базовая гигиена для детей игнорировалась. Монахиня меняла подгузники только тогда, когда дети много раз ходили в туалет, а иногда даже одевала грязные подгузники обратно. Волонтеры также сообщили о страшном методе купания, применяемом здесь. Детей заставляли мыться водой очень высокой температуры, что могло привести к серьезным повреждениям кожи. Несмотря на постоянный плач детей, монахиня настаивала, что температура воды была нормальной. Ужасный инцидент, связанный с этим методом, произошел до того, как дело стало общественным. Девочка, живущая в храме, предположительно получила ожоги из-за слишком горячей воды для купания. Вместо того, чтобы отвезти ее в больницу для оказания неотложной помощи, ее заперли в сырой комнате, где она не получала никакой медицинской помощи. Несмотря на мольбы волонтеров, настоятельница холодно отказала, сославшись на то, что эта девочка уже много раз появлялась в средствах массовой информации. Она боялась, что раскрытие инцидента разрушит положительный образ храма и повлияет на поток пожертвований. Не только эта девочка, но и здоровье многих других детей в храме было оставлено без внимания. Дети страдали от серьезных заболеваний, таких как грыжа, желтуха, пневмония, наряду с обычными болезнями, как простуда или насморк, но их не отвозили в больницу. Приводимая причина заключалась в том, что эти болезни могут пройти сами. Такое невежественное и безответственное отношение вызывает подозрение, что храм намеренно скрывает состояние здоровья детей, чтобы избежать разоблачения аморальных поступков. Расследование в храме Сугёнса вызвало подозрение в отношении необычных схем усыновления. Чтобы выяснить суть происходящего, съемочная группа провела тайное расследование, притворившись супружеской парой, желающей усыновить ребенка. При встрече с двумя монахинями они услышали шокирующее предложение. Усыновление будет возможно, если они купят для настоятельницы участок земли, на который она положила глаз, или построят парковку для храма. Ранее один мужчина, усыновивший ребенка из храма, рассказал, что ему пришлось заплатить 16 миллионов вон за строительство ванной комнаты для храма, после того, как ему сначала потребовали 20 миллионов вон в обмен на ребенка. Очевидно, для тех, кто прячется за религиозной маской в храме Сугёнса, дети — это не существа, нуждающиеся в любви и заботе, а всего лишь инструмент для извлечения выгоды. Более того, храм Сугёнса также обвиняется в наглом присвоении государственных социальных пособий. Существуют доказательства того, что 12 из 13 детей в храме были зарегистрированы с фамилией Ким, чтобы соответствовать требованиям для получения помощи от государства. Благодаря этому храм регулярно получал по 310 тысяч вон в месяц на каждого ребенка, что в общей сложности составляло около 3 миллионов 600 тысяч вон. Несмотря на то, что это довольно крупная сумма, никто не знает, на что на самом деле были потрачены эти деньги. Жестокое обращение с детьми, совмещенное с незаконным обогащением, раскрыло истинное лицо храма Сугёнса как гнезда преступлений. Примечательно, что эти преступные действия продолжались в течение 3 лет, с 2002 года по 2005 год. Но почему за такой длительный период времени дело оставалось в тишине, и никто не осмелился заявить об этом или сообщить в соответствующие органы?
Ответ заключается в халатности властей и недостатке бдительности, а порой и в невольном пособничестве со стороны некоторых средств массовой информации. В 2003 году один из волонтеров сообщил в полицию о жестоких действиях, происходящих в храме. Однако вместо серьезного расследования власти лишь потребовали от храма навести порядок и провели формальную проверку. Администрация округа Инпхён оправдывалась тем, что доступ в храм был затруднен, и они проявляли осторожность по отношению к религиозным организациям. Средства массовой информации также не могут отрицать своей ответственности. Репортажи и телепередачи приукрашивали образ храма Сугёнса, представляя его как место милосердия и сострадания. Образ монахов, самоотверженно заботящихся о детях, наряду с красивыми выражениями вроде «ангелы без крыльев», ослеплял общественность, создавая завесу между жестокой реальностью и блестящей внешностью храма. Только после того, как программа «Истина вокруг нас» смело раскрыла правду, общественное мнение сменилось с восхищения на возмущение. Многие выражают сожаление о том, что если бы ранее было проведено более тщательное расследование, детей можно было бы спасти гораздо раньше. Под давлением мощной волны критики некоторые средства массовой информации были вынуждены публично извиниться. Однако, может ли это запоздалое извинение действительно облегчить боль жертв и залечить те раны, которые они были вынуждены перенести? К июню 2005 года 13 детей в храме Сугёнса наконец были спасены от той мрачной действительности. Их перевели в более подходящие учреждения по уходу, что стало важным поворотным моментом в их жизни. Дети начали путь к исцелению душевных ран и возвращению утраченного детства. Однако привлечение виновных к ответственности оказалось отнюдь нелегким делом. Приказ о проведении обыска в храме Сугёнса был отложен на 1 неделю, а сам обыск проходил медленно, что дало возможность подозреваемым уничтожить улики. Приказ о задержании также был отложен аналогичным образом, что позволило монахиням уйти от правосудия. Эти подозрительные обстоятельства вызвали вопросы у общественности. Не стоит ли за этим какая-то сила, которая защищает преступников? Однако, как гласит пословица, «Небесная сеть велика, но трудно из нее выбраться». Их побег не длился долго. Подозреваемые были задержаны в районе Чхонвон, провинции Канвонда. Тем не менее, приговор в виде 1 года лишения свободы за оставление детей без помощи оказался слишком мягким по сравнению с тем, что пришлось пережить 13 детям на протяжении 3 долгих лет. Это наказание вместе с тем, что СМИ ранее случайно создали искаженный образ храма Сугёнса, вызвало волну возмущения в обществе. Это событие стало не только болезненной трагедией, но и трудноисправимым пятном в истории корейского общества. Несмотря на то, что прошло почти 2 десятилетия, дело в храме Сугёнса остается актуальным и ставит острые вопросы о состоянии защиты детей в настоящее время. Могут ли подобные действия тихо происходить, и мы этого не замечаем, или намеренно закрываем на это глаза? Неужели уроки прошлого все еще недостаточны, чтобы создать более безопасную и здоровую среду для будущих поколений, чтобы трагедии, подобные той, что произошла в храме Сугёнса, не повторялись? Это вопрос, требующий серьезного размышления от каждого человека и всего общества. Мы очень надеемся получить ваше мнение и точку зрения по этому делу. Пожалуйста, поделитесь своими мыслями в комментариях ниже. Не забудьте поставить лайк, поделиться и подписаться, чтобы продолжать следить за шокирующими делами и историями о справедливости. Искренне благодарим.